В ноябре прошлого года абхазский спортсмен Давид Шанава стал победителем 10-го чемпионата мира по пауэрлифтингу в Москве. Он выступал в весовой категории до 100 килограммов среди спортсменов 14-16 лет. Все как обычно, выставили новость в Инстаграме, еще у многих там ВКонтакте выкладывали, федерация выложила, и я увидел, решил подать заявку. За довольно-таки короткая подготовка вышла, потому что я травмировался до этого, чуть были проблемы с этим. За буквально месяц подготовился, даже, по-моему, чуть меньше. Сделал вес, приехал, взвесился, все, выступил. Насчет эмоций были очень большие соревнования, там поначалу нельзя было даже пройти, в разминочной зоне просто все забито было людьми, так как было... Хоть и было очень много мест для разминки, там стоек для приседа, жимовых стоек, помостов для становой тяги, все равно все было очень занято, все забито, и прямо приходилось проталкиваться с людьми, вместе делать. Вот. Пауэрлифтинг – это силовое троеборье, куда входят приседания со штангой, жим штанги лежа и становая тяга. В этом виде спорта важна физическая сила, а на успех влияют генетика, методика тренировок, знание биомеханики и психологии, техника выполнения упражнений, процесс восстановления и множество других факторов. Я был очень пухлым мальчиком. Буквально 2,5 года назад я начал заниматься. Пришел с весом 105 килограмм. Сейчас я тоже примерно так же вешу, но просто разница жир мышцы чуть другая. Я пришел, мне было очень тяжело заниматься, но я старался. Тогда еще жестче у меня диета была, чтобы скинуть этот вес. Я скинул до 85 килограмм, потом встретил человека, он говорит, давай попробуем заняться пауэрлифтинг, очень интересная тема. Я подумал, вроде я не слабый мальчик, можно попробовать. Занялся, мне очень понравилось. Очень интересный вид спорта, для меня, потому что большинство боевых видов спорта мне не давались из-за тяжелых кардионагрузок, у меня не совсем получалось. Так что этот вид спорта для меня самый такой оптимальный выходит. В беседе с Давидом Шанавом мы также затронули тему питания, ведь для спортсменов пауэрлифтинга правильная диета – это во многом залог успеха. Давид рассказал о том, как он следит за своим рационом и какие продукты помогают ему достигать высоких результатов. Питание на самом деле одно из самых трудных в этом виде спорта. Очень надо придерживаться хорошей, правильную еду есть. Очень много белка, мяса постоянно просто. Меня родители уже с дома хотят выгнать, не знаю. Все, что они делают, я говорю, пожалуйста, для меня отдельно откладывайте что-то, чтобы я мог это есть, потому что не все разрешено мне. И очень тяжело это, да, но потихоньку привыкается. Становится образом жизни уже. А насчет образа жизни, просто здоровый образ жизни, ничего лишнего. То есть, на это дело отвлекаться нужно, постоянно только о тренировках и соревнованиях думать нельзя. Но стараюсь очень такого здорового образа жизни. Мы поговорили со спортсменами о развитии пауэрлифтинга в Абхазии. Давид высказал свое мнение о том, как можно привлечь больше молодежи к этому виду спорта и какие шаги необходимо предпринять для его популяризации в регионе. Будущее пауэрлифтинга в Абхазии, я думаю, довольно высокое, потому что мы как раз недавно я был в спорткомитете с президентом федерации Максимом Быковым. Там меня поздравляли тоже с победой на соревнованиях, и вместе с этим мы обсуждали вопрос о проведении здесь больших соревнований в Абхазии. И на этот счет президент федерации говорит, что это возможно. Надо просто наловчиться с проведением соревнований абхазских, именно Кубок Абхазии, такие чемпионаты Абхазии. Потом можем выходить на более высокий уровень, если скооперироваться с Федерацией пауэрлифтинга в России, то есть чтобы они проводили здесь соревнования. Немногие хотят выезжать, многим страшно, многие... это все-таки нагрузка ментальная сильно, выехать, вдруг не смогу, вдруг не сделаю. А так все могут, у нас очень сильные спортсмены есть, у которых я даже лично многих знаю. Не только по пауэрлифтингу, а других видов спорта, боевых я много занимался, по борьбе, по боксу, очень много у нас, как раз и все выступают. Так что мы уже на хорошем уровне.
Сейчас ты подготавливаешься к тому, чтобы поднять штангу в 120 килограмм. Как ты готовишься к этому? Какие приспособления тебе нужны? Нужна ли тебе подстраховка в этом? Подстраховка нужна на больших весах. Ну, для вас, конечно же, да. В моем случае я использую наколенники и пояс. Это единственное, что разрешается в безэкипировочном пауэрлифтинге. Так что вот все, что есть. В завершении нашего общения Давид рассказал о своих планах. Он учится в 10 классе и пока еще раздумывает над будущей профессией. Но одно он знает точно – спорт останется важной частью в его жизни. Ну, будущее, как и все спортсмены, я считаю, что у меня очень высокое, очень далеко, я считаю, пойду. И останавливаться не собираюсь. Потому что мне нравится это, я не вижу себя в чем-то другом. И поэтому я занимаюсь этим. Так что будущее свое вижу ясно. Сейчас я тренируюсь, подготавливаюсь. Вскоре у нас будут прямо в зале соревнования. Меня как раз просили выступить. Кубок Абхазии, прямо в элит-спорте, в этом нашем зале, который мы снимаем. Будут проходить соревнования. Сюда приедут из России люди как раз. Будем выступать. И я приглашаю всех поучаствовать. Как раз тут будут очень хорошие призы. И точные даты как раз элит-спорт опубликуют вскоре. Давид Шанава не просто чемпион. Он пример для подражания для многих молодых спортсменов в Абхазии. Его упорство и целеустремленность вдохновляют. И мы уверены, что впереди у него еще много ярких побед и свершений. Алиса Адлиба, Сандра Облоти, Абаза ТВ.